В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Патриотизм – это не просто слова. Это характер, дисциплина и готовность встать на защиту своей страны. Сегодня во время беседы мы узнаем, как движение «Юн-Армия» помогает якутской молодежи стать сильнее, умнее и ответственнее. В гостях в студии Надежда Махначевская, исполняющая обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. Надежда Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, расскажите, пожалуйста, что из себя представляет соревнование «Путь воина» и чем оно отличается от других военно-патриотических мероприятий? В этом году в городе Якутске будет проходить финал соревнований «Путь воина». Это военно-тактические соревнования. Они проходят по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева. И для нас это высокая честь, что финал этого всероссийского фестиваля мы принимаем в Республике Саха-Якутия, в городе Якутске. Это будет одно из самых крупных мероприятий у нас в регионе в 2024 году и в 2025 году. И отрадно, что оно проходит именно в такой значимый год, в год Великой Победы, 80-летие Великой Победы, в год защитника Отечества, в год защитника Родины. И мы уверены, что это даст очень большой толчок, в том числе для развития военно-тактических видов спорта у нас в нашем регионе. Вообще, если рассказывать про само соревнование, отборочный этап будет проходить в конце августа 28 по 31 в Волгограде. И мероприятие проводит основным организатором является Центр военной подготовки и патриотического воспитания «Воин», то есть федеральный воин. Соответственно, наши финальные соревнования тут в регионе координирует региональный воин уже, да, региональное отделение. И в команде вообще будет представлена 21 команда, потому что в 21 регионе у нас открыты филиалы Центра военной подготовки «Воин». И все 21 субъект будут принимать участие в отборочном этапе в Волгограде, в том числе наш регион. И перед нами, конечно, стоит очень масштабная задача. Мы должны пройти финал, потому что финал проводится в городе Якутске. 4 команды будут отобраны, и они попадут в финал и будут представлять уже свои регионы, свои федеральные округа у нас в городе Якутске. По положению как в отборочном этапе, так и в финальных соревнованиях порядка по 10 видам как военно-тактических соревнований, так и спортивные состязания включает в себя соревнования. И команду от каждого региона будут представлять 10 человек плюс 2 запасных игрока. 10 человек – это 8 парней и 2 девушки от 14 до 17 лет. Сейчас идет на базе летнего лагеря «Энергетик», который проводит наш региональный воин, подготовка нашей команды, подготовка сборной команды Республики Саха-Якутия. Они будут готовиться как у нас здесь в регионе, так и планируется подготовка также на базе Алдана и на базе самого Волгограда перед самими соревнованиями. Да, действительно, так много участников регионов, да, и интересно узнать, почему финал именно будет проводиться в Якутии, как так выбрали? Республика Саха-Якутия, она всегда отмечается как один из передовых регионов Российской Федерации по патриотическому воспитанию молодежи. Вот буквально полтора месяца назад как раз в Волгограде были всероссийский семинар, где тоже отмечали Республику Саха-Якутия как одну из передовой. Мы являемся одним из первых субъектов Российской Федерации, которые приняли закон о патриотическом воспитании у себя в регионе, инициировали вместе с республикой
Крым и федеральный закон о патриотическом воспитании. Очень много общественных организаций, очень много организаций, учреждений, людей у нас занимаются, вовлечены в патриотическое воспитание. И, конечно же, у нас на базе нашего региона есть неплохая база для проведения таких мероприятий. Мероприятие «Путь воина» в этот раз будет проходить на базе лагеря «Энергетик», который также летом принимает на военно-патриотические сборы и детей со всей республики. Но таких, в принципе, площадок у нас и в городе Якутске, в республике Саха-Якутия. Мы считаем, что база достаточно наработанная у нас, поэтому остановили выбор на нашем субъекте. Вот вы сказали, что подготовка уже полным ходом проходит. А кто будет представлять Якутию? Представлять Якутию сейчас идет подготовка, набор сборной команды, и вплоть до августа месяца будут отбирать лучших, кто будет представлять наш регион, лучшие 12 человек, но 2 из них будут в запасе. Сейчас тоже на базе лагеря «Энергетики» идет подготовка, отборочные этапы к подготовке команды. Давайте теперь немножко поговорим про юнармию. Да? Что представляет собой Республиканский патриотический слет юнармии? Республиканский патриотический слет юнармии у нас проходит традиционно каждый год в сентябре месяце. В этом году, путь воина мы проводим с 15 по ориентировочно 20-21 сентября в городе Якутске, поэтому мы немножечко сдвинули сроки проведения слета юнармии, будут в начале сентября, и в принципе мы считаем, что в начале сентября даже погода будет получше, да, и вообще в движении юнармии у нас более 8 тысяч ребят в нашем регионе, и практически во всех муниципальных районах у нас открыты местные отделения юнармейского движения. И традиционно у нас в этом году будет также проходить слет в городе Якутске. И отборочные муниципальные этапы до 20 августа должны завершиться в муниципалитетах нашей республики. Также традиционно мы планируем участие порядка 200 школьников на этом слете. И, конечно же, это будут как военно-тактические соревнования, спортивные соревнования. Будем, конечно, приближать наше мероприятие к всероссийскому мероприятию «Зорница». И хотелось бы еще раз отметить, что наши ребята с горного района, команда Махсугаллох, села Бердигестях, заняла 1 место по итогам дальневосточного этапа «Зорницы», с чем мы их еще раз поздравляем. И, конечно же, для нас это очень большая победа, что наши ребята будут представлять Дальневосточный федеральный округ во всероссийской «Зорнице 2.0». И соревнования юнармия, конечно, в этом году будут более приближены к всероссийской «Зорнице». А какие районы более, так скажем, активны в слете юнармии, и насколько вообще школьники заинтересованы, участвуют? Охват какой, ребят? Охват, практически более 20 районов ежегодно участвуют в слете юнармии. Охват ежегодно, он вообще бывает разный. Для нас, конечно, очень важно охватить и отдаленные районы, наши арктические северные районы. Понятно, что есть сложности в транспортировке, в авиаперевозке ребят, да, в городе Якутск, но тем не менее арктические районы у нас тоже участвуют активно достаточно и выигрывают наши региональные соревнования, да. И в слете юнармии, в принципе, каких-то отдельные муниципальные районы выделить достаточно сложно, потому что год на год не приходится, и ежегодно у нас выстреливают какие-то совершенно неожиданные команды, и это наоборот нас радует и стимулирует, что
В принципе, наши районные команды, муниципальные команды, они готовы к таким военно-тактическим играм. А вот интересно узнать о наставниках. Кто они? Наставники — это в основном, конечно же, наставники юноармейского движения, это в основном, конечно же, учителя школ обществознания, физической культуры и спорта, истории, да, но тоже район на район не приходится, но в основном в своей массе, конечно, это учителя вот этих предметов. И каждый желающий может принять участие в слете или все-таки какой-то отбор имеется? Сперва необходимо вступить в движение юнармии. Это делается очень просто. Нужно заявку подать в наше региональное отделение. Есть портал, вот через этот портал достаточно простой пакет заявления, и может подать любой школьник, начиная от 7 лет и заканчивая, 11 классом, да, с 1 класса. И, в принципе, если ты являешься членом юнармии, то, конечно же, можешь принять участие в муниципальном отборе. А какие основные задачи стоят перед этим слетом, движением вообще? Конечно же, в первую очередь это подготовка, патриотическое воспитание наших молодых людей, и, конечно же, подготовка как физическая, и моральную подготовку проходят ребята, да, физическая подготовка, и, конечно же, подготовка к военно-тактическим видам спорта. Каждый молодой человек, в принципе, должен обладать, как и в советские времена, да, это была достаточно распространенная вещь, что каждый мужчина должен обладать и как физической, моральной, так и военно-тактической подготовкой. Ну и вот хотелось бы, конечно, узнать о предстоящих еще планируемых мероприятиях на ближайшее время. Мероприятий у нас на ближайшее время огромное количество. Только в августе месяце это у нас и вахта памяти, собираются выезжать представители ДОСАВ, да, в Хангаласский, в Тампонский район на поисковые работы. И молодежный десант за нас у нас будет проходить в Сунтарском районе в очередной раз. Да? И арт-фестиваль для талантливой молодежи, для художников, для архитекторов у нас будет проходить в середине августа месяца. Ну и, конечно же, военно-спортивные мероприятия наши, как же без них. Ну что ж, Надежда Вячеславовна, спасибо вам большое, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.